как организовывать большие мероприятия. В общем, самое интересное, мы уже на рынке 14 лет. Первые 5-6 лет мы издавали журнал «Мир рекламы». Это был бесплатный журнал, который распространялся по всему городу бесплатно. Нас все устраивало, то есть нам рекламодатели давали деньги, мы раздавали, и все было хорошо. Как бы, да? Мы компанию открыли 23 года, представьте, нормальные деньги, да, мы зарабатывали, потому что мы продавали 100 страниц рекламы. Потом в какой-то момент один очень интересный мужчина, я каждый раз о нем рассказываю, бросает нам вот так вот журнал и говорит, что за спам вообще? Зачем вы это делаете? И как-то это меня задело, в хорошем смысле этого слова. Это как бы история о том, когда критику нужно правильно воспринимать и думать, что ты уже, наверное, вырос из этого и нужно идти дальше. И после этого мы начали делать мероприятия. И знаете, я вчера, когда думала о сценарии своего мероприятия, даже так заморачиваюсь, о том, что мы, занимаясь событийным маркетингом, благодаря событийному маркетингу, стали лучшими в событийном маркетинге. Извините за такую тавтологию, но это потрясающий просто, самый крутой инструмент, это сугубо мое личное мнение, для того, чтобы заявить о себе. Потому что после вот этой фразы, вот этого «кто ты такая?», он еще, кстати, купил еще на 1 год рекламу, поэтому я все так просто не оставила. Мы решили делать мероприятия. Но так как мы занимались рекламой, мы решили, что эти мероприятия должны быть так или иначе связаны с рекламой. Имя наше и все, что касается Лайло Тагаева агентства, все это должно было быть так или иначе связано с рекламой. Но мы себя нашли именно в событийном маркетинге. Почему? Потому что, как мне кажется, это идеальная площадка для того, чтобы объединялись вот 2 моих, наверное, лучших качества. И, может быть, характер нашей команды. Первое – это деньги. Здравствуйте. Это какие-то бизнесы. Мы же все не просто тут, да? Мы хотим зарабатывать деньги, улучшать качество нашей жизни. И вторая история – удовольствие. То есть, объединяя эти 2 вещи, я действительно почувствовала себя счастливым человеком, что, мы можем делать, работать, зарабатывать деньги и еще получать удовольствие от самого процесса. И родилась вот эта история, которая называется «Пурнур». И сегодня мы рассмотрим, многие компании поверхностно воспринимают на самом деле ивент как инструмент маркетинговый, как мне кажется. Может быть, у них какие-то более глубокие познания, а я так недооцениваю. То есть у ивента очень много разных инструментов, с помощью которых можно решить какие-то бизнес-задачи. Вот, поэтому сегодня это будет шпаргалка для бизнесменов и маркетологов, будущих, нынешних, может быть, бизнесменов. Кстати, я как маркетолог хотела устроиться, я до того, как открыть компанию, была обычным менеджером. Мне тоже казалось, что я маркетолог, у меня не было ни опыта, ни тех знаний, это было 1 000 000 лет назад. И я сходила, наверное, на 30 собеседований, куда меня не взяли. И, возможно, если это куда-то вас не берут, открывайте что-нибудь свое. Начинайте с этого агентства полного цикла, а потом дальше дорастете до чего-то более интересного. Вот, прежде чем мы будем говорить о каких-то, возможно, серьезных вещах, за которыми вы сюда пришли, я бы хотела, чтобы вы на секунд 10... Я всегда делаю такие, знаете, мы же про эмоции, да, мы ивент-маркетинг, событийный маркетинг, это в первую очередь история про эмоции. Мы все хотим эмоций, мы голодные на эмоции, вот с утра просыпаясь до позднего вечера. Давайте представим на секунду, что не будет праздников. Не на секунду, на 10 давайте. Что вообще нет дней рождений. Нет свадеб. Хватит. Нет. Не надо дальше. Нет чемпионатов по футболу. Ничего нет. Вы можете представить такую жизнь? Лично у меня мурашки, мне очень страшно жить в таком мире. Поэтому праздник – это всегда часть нас. Праздник – это всегда ощущение, чуть-чуть иногда, у всех по-разному, повышенного ощущения счастья, радости. Вот
только в Новый год можно подойти к постороннему человеку и поздравить его с Новым годом от души. Вот никакого такого другого праздника нету. Или в свой день рождения вот этот эмоциональный фон поднимается, вы чувствуете себя особенно, вы чувствуете внимание. Праздник – это потрясающий инструмент, и вы должны этим пользоваться как маркетологи. Почему на празднике повышаются продажи, почему вокруг праздников столько суеты, люди готовы последние деньги потратить, лишь бы там стол был, да, или там самое лучшее платье. Ну, вообще, очень крутая история, которой вам, как маркетологам, нужно быть более внимательным. Особенно я буду еще более, наверное, чувствовать радость, скажем так, если вы пойдете путем именно событийного маркетинга, потому что не так много. Кстати, мы когда начали делать мероприятия, оказалось, что ниша-то свободная, никто эти мероприятия не делает. Ну, короче, вот та история, которая про деньги, у нас была неплохая. Вот. Ну, у праздников, у любого события есть 3 ключевые вещи. В первую очередь, какие-то исторические значения, да, вот социальный контекст, какое-то эмоциональное значение. Это с точки зрения психологии. На самом деле, будьте немножко психологами, начните хотя бы разбираться в себе. Потом вам будет легче понимать какие-то действия или слова других и окружающих, а потом делать те предложения, которые были бы им, скажем так, релевантны. Вот. Сегодня я расскажу, наверное, где-то, арсенал из 30 событий, которые могут решить ту или иную задачу в бизнесе. И прежде чем предлагать эти варианты событийного маркетинга, то есть ивента, да, какого-то либо мероприятия. Вообще слово мероприятие я не люблю, потому что это принимать меры, да, вот события — это совсем другая история. Да. Например, если вот здесь, я всегда люблю об этом говорить, то есть мы сидим, это мероприятие, да, будем честны, это мероприятие, но если пожар случится, ваше поведение поменяется. Вот событие – это когда поведение людей меняется. И вы с помощью своих маркетинговых инструментов, с помощью своих мероприятий, любых действий, как маркетологи, должны уметь менять поведение людей. Вот, пожар это умеет, ему маркетинг не нужен, поэтому идем дальше. Есть основные 6 базовых целей, зачем делают мероприятия. Первое – это презентовать. То есть это самое простое. То есть только что появляется компания или открылся магазин, они презентуют что-то, они делают какую-то... в общем, это история, когда нужно что-то презентовать, когда никто о тебе ничего не знает. Вторая история – рассказать, информировать. То есть у вас там какой-то, например, как у СХАТ. Он мне, кстати, нравится этот. Может, он мне нравится, потому что они мне заказали мероприятие, их логотип. Вот, рассказать, информировать. Это тоже какой-то повод организовать мероприятие. Да? Повысить продажи. Есть такая история, что действительно мероприятия помогают повысить продажи. Поддержать лояльность, удержать лидерство и помогать людям. Это 6 базовых целей, на которые можно опираться, когда вы делаете мероприятия. Но мероприятия внутри этих целей, они разные. То есть это не одна и та же, это не один и тот же фестиваль, например, или одна и та же, не знаю, что угодно, но это всегда разные мероприятия. Давайте начнем с презентовать. Мы сможем, да, ролики включить? Я вам сразу, у меня есть 3 примера, чтобы вы понимали отличия мероприятий. Давайте начнем презентовать. Это официальная презентация, это какое-то, сейчас, секунду, торжественное открытие, это заложение камня. Вот недавно к нам пришли, кто слышал об открытии салона BYD? Почти все, круто. Значит, вот сейчас к нам они пришли, то есть можно было им просто в салоне открыть, да, то есть вот эта красная ленточка и все остальное, или организовать что-нибудь, внутри салона. Мы решили уйти от этого формата, что давайте попробуем где-нибудь в другом месте. И мы организовали для них лонч. Это тоже форма мероприятия, но она такая мощная, об этом должны знать все, то есть там количество гостей 500. Давайте посмотрим, чем я буду здесь рассказывать, да? Я надеюсь, хватит нам мощности проектора и звука, чтобы услышать. Да, давайте 2 нажмите. Нет. По-моему, да. Мы даже логотип на здание зафигачили. В общем, мероприятие проходило в Манеже.
Нам нужно было презентовать 6 моделей. Нам нужно было передать ценности компании BYD. Присутствовало очень много гостей. Приехало много китайцев, то есть представителей самого завода. Ну, как бы таджики хотели показать уровень. Мы 4 дня собирали площадку. Посол Китая, чтобы придать немножко политический характер событию. И у нас задача была, чтобы машины были как супермодели и организовали что-то наподобие подиума, откуда машины выезжали. В общем, можно уже выключать потихонечку и к презентации возвращаться. Вот это называется презентовать. Спасибо. Кстати, вот здесь была история, когда мы не получили, я не получила удовольствия, потому что китайцы нас так замучили. Но, тем не менее, ивент получился очень классный. Вот все вы о нем слышали, значит, мы задачу выполнили очень хорошо. То есть это, по-моему, первый случай, когда автосалон делает запуск бренда вне салона. Да? То есть потому что половина наших гостей, кстати, не половина, лично мой брат поехал в салон. Но такое тоже бывает. В общем, это первая форма, когда вы должны что-то презентовать. Здесь можно выбирать, как я и говорила, открывать в самом магазине. Это можно, если у вас какой-то небольшой бюджет, стать частью какой-то выставки и воспользоваться потоком тех гостей, которые там, заложить камень. То есть это вот вся история, когда вы можно стать где-то спонсором, но лучше присмотреться. Лучше сначала отдельно себе заявить, потом идти дальше. Можно от презентации вернуть? Презентация, которая страничка. Сама преза. Вторая цель, для которой бизнес прибегает к событийному маркетингу, следующий слайд, это рассказать, это нужно о чем-то информировать. Картинка не совсем соответствует, конечно, тому, чего я хотела, но ладно. Это какое-то спонсорство, это какое-то блогерские мероприятия. То есть вы, например, запустили новый продукт, какой-то, вот к нам обращались команда T-Cell, когда нужно какой-то тариф презентовать, да, или же какую-то... в общем, что-то новенькое случилось в вашем, или ребрендинг, да, тот же, который в Исхате случился. Они организовывают в честь этого некую пресс-конференцию, куда все приходят, где все могут посмотреть, о чем эта история. У нас 2 еще ролика, это один Исхата и еще один... Я сразу буду вам примеры показывать. Допустим, к нам обратилась компания Coca-Cola. Они запустили в Таджикистане не впервые, а, по-моему, новую формулу Coca-Cola Zero. То есть это была Coca-Cola без сахара. То есть мы думали, боже, куда же что мы же с этим будем делать? Кстати, я вам очень сильно советую стараться узнавать предпочтения генерального директора. Потому что когда я задала вопрос, он сказал, я хочу что-нибудь на воде.
Говорю, что мы можем на воде вам организовать? Но это мое самое любимое мероприятие, ребят. Мы докопались до ценности Кока-Колы. Включите последний ролик, который я вам... Мы докопались, да? У них в том году была концепция «Магия момента». И нам захотелось сделать мероприятие, где каждая секунда, можно включать, каждая минута этого мероприятия это была магия. Магия с точки зрения ощущений, магия с точки зрения сцены на воде, магия с точки зрения вообще всего самого мероприятия. В принципе, да, спасибо нашему видеографу, который делает классные ролики. Получается, в принципе, да. Да. Я был на этом событии, вот это видео, это, наверное, процентов 7 этого события, 93% там реально было. Спасибо. Но я не стала вам длинный ролик ставить, чтобы много времени не занимать, да, спасибо. От Суруша услышать это еще. Это на самом деле произошло 2 или сколько лет прошло, вот. Я постоянно показываю. У нас много мероприятий, но мне оно очень нравится, потому что по шкале счастливости гостей, которые оказались на этом мероприятии, оно вообще пробило все потолки. И до сих пор о нем говорят. И даже была история, когда к нам пришли клиенты и сказали, вы знаете, там одно мероприятие было на озере, они вот там сцену поставили на воде. Я говорю, это мы сделали, короче. Ну, в общем, такая история. Мы стараемся больше отдать лавров клиенту, который заказал это мероприятие. Но в целом Кстати, этот формат, который нужно о чем-то рассказать, можно организовать какую-то вечериночку, но оно также относится к истории поддержать лояльность. То есть, если у вашей компании есть цель поддержать лояльность, можно идти через пользу, то есть обучающее мероприятие, как сегодня. То есть Алиев поднапрягся, большая команда работала, то есть они сделали очень классную историю, то есть вы все равно эмоционально будете привязаны к этому бренду, потому что он дал вам какую-то пользу, да? Или же через удовольствие, да, какие-то музыкальные фестивали, вечеринки, дегустации. То есть, в принципе, поддержать лояльность, цель поддержать лояльность и рассказать о новом продукте, это мероприятие решало. Дальше, повысить продажи. Повысить продажи, то есть, конечно, все-таки событийный маркетинг, он больше отвечает за эмоции, да, то есть все равно в маркетинге, как я помню, есть вещи, которые создают, активности, которые создают эмоциональную связь с этим брендом, а есть активности, которые направлены реально на продажи, да. Все-таки ивент-маркетинг больше про эмоции, про какую-то привязанность, но все же иногда можно решать какие-то вопросы с повышением продаж. Допустим, у нас было мероприятие для Cherry, и всех гостей прокатали именно этих машинах. То есть у нас там такая площадка была внизу, у нас 4 машины Cherry курсировали до самой площадки, до центральной части. То есть все гости приехали на этих машинах. То есть вам нужно будет придумывать, через какие, как сказал правильно первый наш спикер, органы чувств подкатить к тому или иному клиенту. Это супер важная история. Вот с помощью звука, с помощью видео, с помощью запахов, с помощью каких-то тактильных ощущений, с помощью вещей, которые нам дороги, типа через Навруз можно пройти, да, к сердцу человека.
Я очень удивляюсь, почему наши большие компании не идут в театры, например, потому что очень крутые это. Почему они не коллаборируются? Допустим, есть очень классный кейс TBC банка в Узбекистане, который зашел на рынок Узбекистана, грузины, через оцифровывание этих орнаментов. Представьте, грузины это делают. То есть не Министерство культуры Узбекистана, не сами как бы узбеки, а грузины пришли и через культурную идентичность потом организовали презентацию, и, в общем, все имеют возможность скачать эти орнаменты с этого сайта. В общем, через фэшн-показы, все, что, допустим, через тест-драйвы, дегустации, тематические мероприятия, вы можете так или иначе соприкоснуться с клиентом, чем он там, с клиентом прямо здесь сейчас, создать эту лучшую эмоцию, хорошую положительную историю и повысить тем самым продажи. И удержать лидерство, то, чем занимается Маривита Рази. То есть это тоже одна из ключевых целей. Мы сейчас вам покажем еще один ролик. Это команда Эсхаты. А можно показывать на мероприятии Алифа ролики Эсхаты? Можно? Извините, чуть-чуть мы тут. Но он самый короткий. Тут была история для Эсхаты. Короче, они приходят в апреле, мы хотим мероприятие. Я говорю, что мы хотим фестиваль. Мы делали мегафон на 20-летие с Бастой, со сломавшейся сценой, со всеми делами. Вот, мы делали совсем недавно на территории театра оперы балет 30-летие Эсхаты. Они сразу мне сказали, мы не хотим других хедлайнеров. Мы хотим только местных. Меня это сначала думали, у нас получится. А с другой стороны, Эсхат — это же национальный банк, да, то есть им 30 лет, они из Худжанда. Им, кстати, очень важно было произвести впечатление именно на Сагдейскую область. И сейчас они там чувствуют себя рок-звездами благодаря нам и этому мероприятию. Давайте посмотрим последний ролик. В общем, клиент был счастлив. Он еще маленький. Это первая часть мероприятия. Была такая малая сцена. Квиз играли. Все на тему монетизации. Блогеры приходили. Все, последний. Вопрос, что? Мы сделали невероятно красивую сцену. Мне очень хотелось сделать этот круглый экран. Директор был счастлив. Мы собрали огромное количество людей. Вот так. В общем, к чему я? Я надеюсь, кого-то из вас мое выступление тронуло до глубины сердец. Вы выберете именно это направление, потому что быть маркетологом полного цикла – это невозможно, товарищи. Выбирайте нишу, которая вызывает у вас эмоцию, то, что вы умеете делать лучше всех. Да? Если вы 4 года занимались SMM-ом, станьте в этом лучшим просто. Станьте так, чтобы я хочу именно SMM у вас, кто задавал вопрос. Да? Или же выбирайте какие-то ниши, где вы сможете стать максимально крутым. И я думаю, что будет... Мы били в одну точку. Мы ни на что... У нас еще есть BTL-ки, но мы били, пока вот эту стену не сломали, пока качественные ивенты, сейчас буду нескромна, равно Лайло Тагаева, равно Пурнур и все остальное. Мы били в эту стену вот последние 14 лет и, как мне кажется, заслужили аплодисменты. У меня есть дальше, честно, я готовила большую презентацию, но в следующий раз.
Классно быть лучшим в своей сфере. Да? И я здесь соглашусь абсолютно с Урушем, потому что когда я смотрела ролик про Кока-Колу, я была на этом мероприятии, с Урушем, прошу прощения. Когда я была на этом мероприятии, я помню, что вот мурашки, они не исчезали. Просто вибрации этих мурашек, они увеличивались, уменьшались, но они никуда не исчезали, эти мурашки. Спасибо. Потому что магия момента, она действительно была настолько крутой, она настолько случилась. Спасибо большое, Лайлу, тебе за твое качество и за умение делать праздники. Давай вопрос. Да, давай. Привет. У меня вопрос. У вас был журнал, который я знаю, что он был. Вот у меня вопрос, почему вы перестали? Он очень долго, он был. Везде. Мы его 9 лет выпуска. Слушайте, вы должны быть в этом плане гибкими. Вы должны четко осознавать, что происходит с миром, а мир меняется вот так вот. И мы тогда уже на первых порах, в 2000, каком году, 9 лет мы его выпускали, с 13. Я помню, что вы вообще до 2019 года мы его выпускали, но в какой-то момент, когда случилась первая фраза «лучше мы отдадим эти деньги на продвижение в Facebook», уже звоночек поступил. Я думаю, так, мы с этим журналом... Но мы уже тогда понимали, что нет, мы не можем на этом много денег зарабатывать, а мы хотели... У нас есть философия «меньше усилий, больше денег», извините, да. То есть мы хотели все-таки делать какие-то качественные вещи, которые будут для компании более доходными, не только для моей компании, но и для наших клиентов. Запустили онлайн-журнал Limu.tg, может быть, кто-то из вас о нем слышал, но после пандемии он тоже что-то не выдержал, потому что я сказала: Лайлу, не рыпайся, пожалуйста. И вот мы били в эту стену. Вот, он так и мы отказались. В этом ничего плохого нету, меняйтесь, это очень круто. Нельзя быть большой машиной, которая такая, знаете, неповоротливая. Спасибо. Кому? Спасибо. Давайте вам и пойдем дальше туда. Здравствуйте. Пожалуйста. Я студентка, я только хочу стать маркетологом, но не знаю, чего мне. Мы заканчиваем, да. Вы к нам? Идемте. Мы заканчиваем. Блин, ребята, никто извне не ответственен за вашу мотивацию. Я очень извиняюсь, никто. Ни Мария со своим клубом, ни я со своими проектами. Мотивация исключительно внутри вас. Извините меня, заставляйте себя сквозь эту осеннюю плохую погоду. Блин, можно одну фразу? Мы же маркетологи, а эта фраза маркетолога. Лебедев сказал, как себя мотивировать? Он сказал, никак, сидите в жопе. Поэтому, пожалуйста, ищите людей, которые вас вдохновляют. Смотрите те вещи, которые вызывают у вас эмоции, которые заставляют. Мария, допустим, обучение. Она обучается, идет, практикует. Да? Я люблю ездить в другие страны, смотреть, как делают другие мероприятия. У меня это... Мои мероприятия, мне кажется, каким-то пшиком, если там посмотрю, как Burning Man организовывать, или какой-нибудь Октоберфест, или Супербол, я там рядом не стою просто. Смотрите, что у вас вызывает реально эмоцию, и куда бы вы реально потратили то дорогое, что у вас есть, энергию. Вот так вот. Но спасибо. На мотивацию совне не самое лучшее. Она не работает. Да? Спасибо. Здравствуйте. Вы сказали, что вы были первопроходцем именно в событийном маркетинге. Вот хотелось узнать, с какими трудностями или с какими барьерами вам пришлось. Ой, мой друг до утра будем разговаривать. Ой, я плакала, была в минусах. Конечно, все красиво я сегодня рассказала. Это был самый жесточайший путь, потому что ивент-менеджеры – это в пятерке самых стрессовых профессий после пожарников, после скорой помощи, еще какой-то рейтинг. То есть, и чтобы вы знали, это классная статистика, только 1% родителей хотят, чтобы их дети стали ивентщиками. Еще 1% священниками. Поэтому просто я видела, и мне казалось, что мы так что же, почему вот хочу, вот именно это, наверное, мое женское капризное «хочу», помогло делать те проекты. Я видела картинки, и я хотела, чтобы это было у нас, потому что, хоть кто-то должен был отвечать за какие-то эмоции в этом городе, чтобы их создавать. Классно, спасибо. Здесь от девочек был вопрос, нет?
Девочки. Вот парень, он прям с самого начала. У вас был... Да. Он еще поднимает. Давайте. Уступайте, да, давайте, девушка, вы и дальше к вам. Если я правильно поняла, у вас позитивное отношение, когда компания участвует в спонсорских проектах. Какие инструменты есть, чтобы оценить эффективность этих проектов? Хороший вопрос. У меня дальше было две истории. Одна история была, какие шаги нужно сделать, чтобы организовать, как вы сами, как компания, организовать мероприятие. И что нужно сделать, чтобы вы, участвуя в каких-то партнерских мероприятиях, были, вытащили оттуда все. В этом плане надо быть максимально осознанными. Вы должны, опять-таки, чувствовать ответственность за участие на этом мероприятии на себе. Вы должны сами придумать какие-то коммуникативные вещи, которые привлекут к вашему стенду, например. Да? Вы должны спрашивать список гостей. Вы должны максимально постараться вовлечься. У меня есть кейс, фестиваль второй, на который приезжал МОД. У нас было две компании, одна из них была генеральным спонсором, а вторые были просто партнеры. Там разница в деньгах была партнерами были Мегафон. Они вели себя как генеральные спонсоры, вы знаете, и они реально команда маркетинга. Мы вот это хотим, а еще мы вот это сделаем. Мы окей, хорошо, делаете. А команда, не буду говорить, какой компании, она была более пассивная. Опять-таки, чтобы посчитать, чтобы посмотреть, это должна, вовлечься ваша полностью команда и посмотреть, через какие каналы коммуникации вы будете коммуницировать и с помощью каких инструментов вы будете считать, какой рой от этой всей истории. Да? Спасибо. Это такая сложная история на самом деле. Все-таки это про эмоции, про лояльность. Да? Спасибо. Заключительный вопрос, да, если можно, потому что у нас тайминг. Да. Спасибо вам, Самсуа, для презентации. Очень полезная информация. Спасибо. У меня сразу два вопроса. Очень коротко будут. Сколько времени уйдет на один ивент, примерно, по срокам? И как часто нам нужно провести такие ивенты, например, частных компаний? Это раз в год, 3 раза в году, не знаю, там, юбилейные? Хороший вопрос, отличный вопрос. Вы знаете, все зависит от того, какие цели вы перед собой ставите. Давайте со второго начну, да? Какие, еще раз повторите. Сколько мероприятий? Допустим, если вам нужно, у вас там в год выходит 3-4 продукта, вы можете об этом говорить, вы можете делать пресс-конференции. Это опять-таки зависит от... Нету рецепта точного. Есть цели, которые с помощью этих ивентов нужно достичь. Поэтому это везде индивидуально. Но поддерживать интерес к своей компании с помощью мероприятий – это замечательная штука. Есть какой-то минимум или максимум? Это и от размеров компании зависит. давайте предположим, команде T-Cell нужно делать мероприятия и заказывать их у нас 3-4 раза в год. Вот так. Ежеквартально. Безусловно, тоже есть. Тут мы тоже вам сделают ребрендинг и мероприятия. Нету представителей? И первый вопрос какой? Сколько времени? Если это большой фестиваль, мы стараемся к нему готовиться за полгода, потому что там очень много работы. С точки зрения креативов, запуска рекламной кампании, утверждения хедлайнеров, лайнапа и всего остального, там очень много работы, которую нужно утверждать. Это за полгода. Я расскажу про кейсы этого года. В апреле к нам Эсхата обратились, в октябре мы сделали им Эсхата Фест. И был кейс Toyota, они презентовали Land Cruiser 250, мы его организовали за 10 дней. Мы чуть с ума не сошли, это еще было в другом городе, но это была классная история. Да, это было в Худжанде, мы его открывали именно там. Но мне здесь хочется даже добавить, прошу прощения, Лайло, да, что за 2 года до нашего ивента мы уже обратились к Лайло. То есть аж на следующий год мы уже начали обсуждение, как это можно Фируза сделать. молодец, говорит: привет, ты помнишь про мой ивент? Я помню. Он сложный, он правда будет очень сложный. Да, еще вопрос? Все? Да. Все, Паш. Нас торопят. Если можно, то на кофе вы зададите свой вопрос. Вы нам сейчас устроили. Да, у нас что устроило? Лайла пожалеть тебя. Да, ты хочешь, чтобы тебе задали здесь этот вопрос? Давай на твой выбор. Если он короткий. Благодаря моему вопросу, возможно, помимо Эсхаты будет еще один.
Вот давайте поговорим. Да? А давайте на кофе, да? Шучу, да. Давайте на кофе. Ну, как он хочет, Да. сейчас или на кофе? Как вам удобно, может быть, как раз... Ребята, сейчас или на кофе? Им интересно, давайте. Спасибо, ребята. Скажите, пожалуйста, у меня есть опыт проведения ивентов в России, а вот в Таджикистане, в частности, примерно рекламная кампания за сколько нужно, допустим, какой-то вот фестиваль событийный провести, сколько, вот, какие каналы в плане онлайн и сколько недель, 2-3 недели рекламной кампании? С Исхатой у нас смешная история случилась. Мы за неделю запустили рекламную кампанию, потому что нам дали разрешение. Мы хотели на одной площадке, потом но мы запустили везде и все сразу. То есть и я удивилась. Ну, правда, мероприятие было бесплатное, то есть проход был бесплатный, надо было просто скачать приложение. Но за неделю мы собрали огромное количество людей. Но и нам и с локацией, мне кажется, повезло. Так, я думаю, что в принципе от 20 дней вполне хороший срок. Там. Около месяца. Около месяца, да, чтобы... Но это опять-таки зависит, продаете вы билеты, или это просто закрытый ивент, или это просто люди должны сами прийти. Там много очень факторов, которые влияют на вообще запуск этой рекламной кампании. А это вы считаете по ходу? Или это можно сразу наперед? Мы уже перестали делать ивенты, которые после того, когда мы миллион раз были в минусах. Вот у меня, дальше была история. Давайте я где-то в своих соцсетях продолжу эту историю. Там есть как раз-таки пошаговый алгоритм, как сделать так, чтобы ваш ивент случился и избежать этих факапов. Потому что, слушайте, много вещей в ивенте нельзя предсказать. Это вот колдуньей надо быть, которой вот я пытаюсь быть, но все равно не получается, чтобы предсказать, что может случиться. Вот ветер, дождь, если там open air. У нас была история, как сцена сломалась, наводнение было. У нас Мегафон заказал для себя мероприятие в Шуамбари, и было ужасное наводнение, всю площадку затопило. Мы там до 4 утра все выжимали. Мы не могли даже его перенести, потому что приехал Ягудин, и никто не понял. Самое классное. То есть, а мы там 4 были вот так вот в воде, и сделали это мероприятие. Там может прилететь, не знаешь откуда на самом деле. А все уже. Все, на этом... Да, спасибо большое, Лейла. У нас есть 3 книги. Да, у нас есть 3 книги, кому ты вручишь. Ой. Так. Как сделать так, чтобы было справедливо? Кстати, я Сурушу сказала, 100 самон, дай я тебе 1 книгу отдам, короче. Так, ребят, столько вопросов было. Ну, давайте, вот кто претендует, тот молодец. Давайте, ведите себя наглее. Я вам отдам. Кто 3-й? Я отдам, кто поднимет руку. Она подняла 1-я. Кстати, кроме книг, у меня, знаете, что еще есть? Для нашего замечательного, душевного, вот такой у нас обстановки не получилось бы, если бы не было с нами прекрасно Фирузы Насырова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.